музейном комплексе «Россия. Моя история», в которой представлена история нашей большой страны, начиная с древних лет до наших дней, открылась выставка «Якутия. Новороссия». В экспозиции рассказывается о наших военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Это история нашей страны, нашего народа, которая создается в настоящий момент. Непримиримую борьбу с фашизмом наша страна ведет с времен Великой Отечественной. 20 миллионов человек погибли в той разрушительной войне. Тяжкой ценой досталась победа, но дух русского солдата было невозможно сломить никогда. Ничего не жалели наши воины ради победы, ни сил, ни жизней своих. Сейчас, когда опять начинает угрожать мир, наши солдаты в спецоперации на Украине борются за мир так же отважно и самоотверженно. Военнослужащие из Якутии в числе первых отправились на спецоперацию, так как не могли поступить по-другому, когда стране угрожает опасность. Много на передовой бойцов якутян, которые отправились на спецоперацию, чтобы помочь мирным жителям освободиться от фашизма, защитить Родину. Когда действительно страна в опасности, когда общество еще не в полной мере сориентировалось, что происходит, потому что мы поехали туда тогда, когда еще не было мобилизации, когда еще по телевизору об этом мало говорили, когда еще никто ничего. Были люди, которые мне прямо в глаза говорят: что ты туда едешь убивать людей, зачем тебе это надо, они там хорошие там, и так далее. То есть не совсем было понятно ничего. Но... Да, таких случаев, конечно, много было. И люди говорили, что зачем тебе это надо и все такое. Да, ну а кто? Кто, если не мы? На СВО я смог себя реализовать как врач. Я выполнял работу по спасению жизни солдат. Пусть недолго, но на моем счету достаточно много людей, которым я оказал первую помощь, врачебную помощь, медицинскую помощь, и часть из которых я смог даже спасти. Вот лежишь сейчас в окопе под обстрелами, думаешь, ну все, приехали. И такой: а нет, выкусите, прорвусь, я выживу. Ну, дома ведь меня ждут близкие, которые любят, с нетерпением ждут, как героя, не испугавшегося, не предавшего свою родину. О якутах в зоне проведения спецоперации отзываются как об умелых бойцах, отзывчивых товарищах и храбрых воинах. В первую очередь это грамотные охотники, да, все они сплоченные, братская, чувствуется у них вот это, да, прям связь. Четко выполняют команды, да, между собой ориентируются, в принципе на местности везде ориентируются отлично, отзывчивые, ну и идут только вперед, ни шагу назад, собственно. Я как командир могу сказать следующее. Бойцы стойкие. Хочется сказать и главе Республики Саха-Якутия спасибо вам, что вы подготавливаете таких бойцов, которые могут и умеют выполнять задачи. Спасибо матерям, отцам, что они работают с нами. Именно эти люди приближают победу все стремительнее и быстрее. Отдельная тема – как Якутия помогает своим военнослужащим. При руководстве Ильдархана Айсена Сергеевича Николаева были созданы оперативный штаб, единый координационный центр, в рамках работы которых были созданы так называемые опорные пункты. Опорные пункты с представителями Якутии именно для работы, оказания содействия, помощи нашим военнослужащим из Республики Саха-Якутия на местах. Созданы 3 опорных пункта. Это на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской области. Мы, в частности, базировались в городе Кировском. Как вы знаете, город Кировск – это подшефный наш город, где Республика Саха-Якутия проводит восстановительные работы. Здесь наглядно рассказывается о том, что происходит сейчас на Украине. Мультимедийность экспозиции позволяет показать не только документы, подлинные вещи военнослужащих, но также и видео. Таким образом, событие освещается глазами очевидцев. Там у нас 7 в бою удвухсотилось,
И если считать меня, то 10 трехсотых. Вот в одном бою. Это был самый печальный день в нашем отряде, когда мы в бою потеряли, да, наших боевых товарищей. И вот те ребята, которые погибли, они, как настоящие бойцы, они сразу внутрь побежали. То есть они пошли навстречу врагу. Мы надеялись на стрелковый бой. Как надеялись? Это было бы для нас лучше, потому что каждый из нас стрелять-то умеет, в принципе. Оказалось так, как оказалось, потому что они били нас с расстояния, а потом уже начали, то есть там уже с 6 утра началось, а мы заехали где-то в 11:20, насколько я помню. И все это продолжалось минут, наверное, 40 в самом этом. Да? А потом еще в окружение попали, из окружения выходили, там и минные поля были и прочее. Выставка «Якутия-Новороссия» дает возможность каждому взглянуть на происходящее глазами тех, кто пострадал от действий украинских властей, тех, кто защищает их, и всех тех, кто остался неравнодушен к общей беде. Побывав там и пройдя этот нелегкий путь, вместе с ребятами, увидев все своими глазами, всю эту боль местных жителей и пообщавшись с ними, я сделал себе определенные выводы, что мы там находимся не зря. Это наша Родина и наши граждане, и их надо защищать. Победа будет за нами, это лишь вопрос времени. Когда ты едешь по освобожденной деревне, и тебе навстречу высыпаются дети, пожилые люди, женщины, и тебя провожают теплым взглядом, под колеса техники бросают цветы. Это было с нами. Мы это чувствовали. Мы чувствовали поддержку наших союзников. Это дорогого стоит. То есть мы не просто так туда зашли. Мы чувствовали себя освободителями. Это такое непередаваемое ощущение, что ты выполняешь правильную работу. Музейная экспозиция – это не только констатация факта. Это наша с вами история, история страны, которую знать необходимо. Это очень большая, кропотливая работа большого круга людей, иначе это было бы просто невозможным. И спасибо я хотел бы сказать всем им за этот итог работы. Но это живой механизм, это живая материя, и мы будем развивать дальше и дополнять эту выставку. Надо, по-моему, больше приводить сюда молодежь. Мне кажется, с 1 сентября вообще надо прям школы прям сюда водить и им рассказывать, чтобы они поняли, чтобы дошло через голову и сердце. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялось собрание инициативной группы по возведению памятника участникам специальной военной операции. Идея инициативной группы принадлежит заслуженному художнику России, народному художнику Якутии Афанасию Романову. Он изготовил эскиз скульптуры, посвященной воинам-якутянам, образы реальных воинов из отряда «Барс». Очень давно уже шла речь о том, что нам необходимо поставить памятник ребятам, участвующим в специальной военной операции. Мы очень долго и много об этом говорили, и я даже неоднократно принимал участие в собраниях матерей и родственников погибших ребят по поводу кладбища на Маганском. Жанна Валентиновна, мать Ярослава Грекова, несмотря на свое горе, нашла в себе силы организовать совет матерей-солдат, погибших при выполнении спецоперации. Одной из главных целей совета является создание аллеи славы для достойного сохранения памяти о павших героях. Мы, как матери детей, погибших на специальной военной операции, решили объединиться, создать совет матерей для того, чтобы увековечить память наших детей, наших мужей, и для того, чтобы оказывать всевозможную поддержку, психологическую, юридическую помощь, моральную помощь матерям и женам, которые потеряли своих близких. С этой целью мы создали совет, и в дальнейшем планы у нас очень большие. Мы хотим продвигать идею о том, что все-таки должна быть в городе аллея славы для ветеранов боевых действий, для детей погибших наших, для мужей наших погибших. И хотим, чтобы все-таки
было оборудовано кладбище достойное, чтобы это действительно была аллея славы, и наши герои покоились с миром. На собрании присутствовали матери и жены погибших воинов, руководители ветеранских, патриотических и других общественных объединений, герой России Александр Колесов. У меня вот мой старый товарищ, народный художник республики и заслуженный художник России Афанасий Романов, он мне прислал эскиз своей работы, посвященной участникам СВО, в котором 3 парня наших земляка, русский, татарин и якут, участники Боутер, вот на Барса, которые к нему приходили, и он сделал с ними вот такой вот как бы эскиз памятника. И тогда мы с ним решили, что надо собрать людей, вообще поговорить на эту тему. Это не говорит о том, что мы хотим именно этот памятник. Хотя он у меня запал, как у председателя ассамблеи, мне кажется, что это очень здорово, что надо собрать заинтересованных людей и послушать, как они это видят, воплощение, какой должен быть этот памятник. Очень хорошее предложение прозвучало, и их сейчас надо будет обдумать, систематизировать и начать над этим работать, привлечь в первую очередь население нашей республики и их мнение, как они видят. Может быть, устроить голосование, как предложил герой России Александр Гаврилович. Да? Может быть, и надо посмотреть то, что сказал товарищ подполковник, который сказал, что может быть, вообще с 1854 года с Якутского полка Севастопольского историю поднять преемственности военной нашей республики. Здесь очень много хороших идей, которые, мне кажется, надо просто воплотить. И вот этих женщин, о которых мы много говорим, которые отдали самое дорогое своих мужей и сыновей, чтобы они ходили и гордились, и знали, что их сыновей, детей, мужей любят, что их помнят. Это наша обязанность. Участники инициативной группы поручили Александру Подголову и председателю Общественной палаты Республики Саха-Якутия Николаю Бугаеву четко сформулировать предложение и взять на контроль благоустройство аллеи воинов специальной военной операции на Маганском кладбище.